Сибай в объективе. В Заурале открылась персональная выставка фотографа Сергея Николаева. 2018 для служб быстрого реагирования. Как пожарные встретили собачий год. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Период новогодних выходных для рабочего населения города закончился, а вот большая часть учащейся молодежи продолжит отдыхать от занятий на вполне законных условиях. Идут зимние каникулы. Местом массового скопления детворы продолжает служить центральная городская площадь, где по ежегодной традиции организован ледовый городок. Катание с горки, каток, другие зимние забавы и обязательные атрибуты новогодней сказки, елка и ледяные скульптуры. Как оценивают праздничную площадь горожане, узнавал Ринат Музафаров. Ледовый городок на центральной городской площади как символ главного зимнего праздника в нашей стране традиционно переживает самые оживленные дни по прошествии основного торжества. Позади остаются последние рабочие и учебные будни ушедшего года. Для всей занятой части городского населения наступает беззаботный период новогодних каникул. Время, в которое можно погрузиться в сказочный мир ледяных скульптур и разноцветных огней гирлянды. Однако удалось ли в этом году подарить сибайцам новогоднее настроение? Многие посетители ледяного городка склонны сравнивать убранство нынешней площадки с ледовым изобилием прошлых лет, отнюдь не в пользу первого. А вот приезжие, например, с восторгом отмечают, что ничего подобного в своих краях им видеть не приходится. Да, красиво все, нравится. Вечером приходила, так красиво. В этом году на самом деле, да, меньше как-то фигур, но все равно интересно. Каток нравится. Каток чистится каждое утро. Очень даже замечательно. И главное, там есть детям где погреться. Каток нравится. Я месяц как в гостях здесь, из Балакова. И я никогда не видела, я первый раз вижу вот это все, вот это из льда. Я никогда не видела, что вот так из льда можно все сделать. И что так, и там вот... как вот, не знаю, как назвать, лампочки горят. Говорю, как вот туда лампочки провели, свет горит. В этом году, конечно, поскромнее, чем предыдущие года. Ну, ничего, для себя это хорошо. Украшением центральной площади в этом году служит статная и величественная елка, ледяные фигуры Снегурочки и Деда Мороза, символ наступившего года собака, еще несколько скульптур, фигурная ограда по периметру и две горки, ледяная и сколоченная деревянная. Внушительную площадь вот уже второй год занимает каток, организованный коллективом многофункционального центра Зауралья по инициативе движения «Вперед, Сибай». Количество скульптур поубавилось, зато предложенный спектр зимних забав представляет для сибайской детворы настоящее раздолье. Как часто сюда приходишь? Каждый день. Каждый день? Да. А на какой горке ты катаешься обычно? На большой, на маленькой и на этой, на всех. Я тут катаюсь на горках, с друзьями гуляю тут. Мы здесь с горки катаемся и в лабиринте играем. Большинство из запрошенных нами детей вооружается ледянкой и посещают площадь на ежедневной основе. К слову, некоторые из ребят и вовсе обходятся без скользящей подложки, предпочитая спускаться в положение стоя, балансируя на ногах. Такое поведение чревато травмоопасными падениями и строго запрещается согласно установленным правилам безопасности на объекте. Боимся, конечно, контролируем, чтобы вот на большую не лезли. А они у вас на маленьких? Они здесь, да, вот. Но лезут все равно, если... чуть проморгаешь. Всего в период новогодних каникул с 30 декабря по сегодняшний день в травматологическое отделение ЦГБ поступило порядка 7 обращений от детского населения. При этом ни один случай не является следствием активного зимнего досуга. Специалисты призывают горожан и впредь сохранять должную бдительность, принимая во внимание потенциальную травмоопасность подобных развлечений. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ. Завершились новогодние каникулы, и для служб быстрого реагирования Сибая эти дни оказались относительно спокойными. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано ни по линии правоохранительных органов, ни по линии здравоохранения. Ну а каким выдался Новый год для сотрудников пожарной части? В специальном интервью нашей программе. С начала года на территории Республики Башкортостан наблюдается рост количества пожаров. К счастью, на территории города у нас с начала года пожаров не допущено. В том году на данный период уже произошел пожар. Но причины в основном в осенне-зимние пожароопасные периоды это в основном
происходит из-за перенагрузки электрических сетей, то есть короткое замыкание электропроводов. Также большое количество пожаров происходит из-за перекала печи, в связи с тем, что отсутствуют противопожарные разделки, отступки печей от сгораемых конструкций, так скажем, жилого дома. Но в соответствии с правилам противопожарного режима в каждом доме необходимо иметь огнетушитель или емкости с водой в летний, весенний период. Сибай в объективе фотокамеры Сергея Николаева. В преддверии Нового года в многофункциональном комплексе Зауралья открылась персональная выставка фотографий автора, раскрывающего жизнь города с разных ракурсов. Подробности в сюжете Ирины Оренбургиной. Город в лицах, событиях и моментах представлен вниманию посетителей фотовыставки, автором которой является преподаватель детской художественной школы Сергей Николаев. Каждая фотография – это неповторимый миг, рассказывающий посетителям о жизни города. Все кадры, экспонируемые на выставке, показывают Сибай таким, каким его видит автор – ярким, динамичным, разным и всегда запоминающимся. Мне нравится очень инициатива Назара Дениса Андреевича «Вперед, Сибай», в общем, где есть раздел «Сибай творческий», в общем, Сибай спортивный, мне эти близкие темы. Я думаю, что вот Сибай творческий, как раз вот поддержка фотографии в городе, это замечательное дело. Вот что я и хочу это сделать. Вот я хочу сделать такую инициативу, может быть, для того, чтобы молодежь все-таки снимала город, любовалась так же, как я, городом, и показывала свое творчество. Здесь выставка на разные темы, в общем, но для того, чтобы все-таки поднять инициативу и зажечь нашу творческую молодежь. Целью фотографа было рассказать о знакомом каждому городе с другой стороны, с незнакомых, неизвестных сторон. Здесь Сибай – это город, который никого не оставляет равнодушным. До конца января у горожан есть возможность в этом убедиться. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. До середины января в стенах Сибайского музея функционирует необычная выставка экзотических птиц и животных, которая обязательно понравится как взрослым, так и детям. Если вы давно планировали познакомить детей вживую с пресмыкающимися, красивыми птицами или обезьянами, то вы непременно должны показать ребенку занимательную коллекцию ручных животных, открытую для посещения в Сибайском краеведческом музее. В эти дни там работает контактный зоопарк «Мохнатый пернатый». Мы приехали к вам из Тюмени, привезли разных зверюшек. С ними можно поиграть, подержать, погладить, сфотографироваться. Все они добрые, хорошие, ручные. Очень привыкли к посетителям, к детям. Всех мы вас ждем в гости. 170 рублей взрослый билет, 130 детский, дети до 3 лет бесплатно. Работаем мы с 10 утра до 7 вечера. Каждый день без обеда и без выходных. Среди обитателей контактного зоопарка хорек, удав, павлин и зеленая мартышка. Также шиншиллы, филин, игуана, кролики и даже крокодил. Конечно, все контакты с животными контролирует опытный экскурсовод. Возможность провести интересные выходные и приобщить детей к природному миру у сибайцев есть до 15 января. А на сегодня наш выпуск подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Удачи!